Библиотека предлагает обзор выставки «Читателям о писателе», посвященной 130-летию писателя Беймбета Майлина. Беймбет Майлин – видный казахский писатель, один из тех, кто участвовал в формировании казахской литературы. Родился и вырос в Таранском районе Кустанайской области. Беймбет Майлин в самых первых своих стихах, опубликованных в рукописных журналах, поднимает животрепещущие вопросы жизни народа, нужды и потребности, мечты и чаяния широких народных масс, особенно уделяет внимание темам свободы и равенства. Тұңғыш құрбан 20-30 жылдардағы баспасөз беттерінде жарияланған күйінде қалған, осы кезінде араб және латын қаріптермен жарық көрген кейбір кітаптарында шыққан мақалаларының, очерктерінің және басқа журналистік туындыларының жинағы. Бұлардың бірде-біреу осы уақытқа дейінгі Беймбеттің жұртқа белгілі кітаптарына енгізілмеген. Памятник Шуге – это повесть о молодых людях, полюбивших друг друга и встретивших непреодолимое препятствие со стороны старых обычаев. Красивая и умная Шуга не переносит, что ее любимого юношу Абдрахмана сажают в тюрьму и, тяжело заболев, умирает. Повесть с самого начала захватывает читателя. Немало рассказов Майлин написал в 20-е годы, различные судьбы его героев. К лучшим произведениям автора относится и повесть «Рыжая полосатая шуба» о конфискации скота и пастбищ у крупных баев. В повести «Коммунистка Раушан» автор повествует о судьбе Раушан, как о судьбе миллионов угнетенных женщин, которые обрели право на свободу. В казахской литературе значительное место отводится роману «Азамат Азаматыч». В нем описан самый сложный период борьбы за коллективизацию в казахском ауле. Правдиво показана расстановка классовых сил и их противоречия. Своим творчеством Беймбет способствовал тому, чтобы поднять жанр поэмы на новую высоту. Его поэмы «Баская дочка», «Девушка Разия», «Беглянка», «Канай», «Маржан», «Маркамбай» являются лучшими образцами казахской поэзии. Произведения Беймбета Майлина, обогатившие разные жанры казахской литературы и являющиеся духовным его достоянием, будут всегда вместе с народом.